Делегация из Таджикистана примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Фильм журналиста Абдулла Гурбатиев завоевал награду на международном конкурсе в Казахстане. Молодой поэт-уроженец Гбао арестован в Москве. У погранслужбы Кыргызстана появилась база байрактаров. Глава Совета улемов Таджикистана и Папа Римский встретятся на 7-м съезде религиозных конфессий. Делегация Таджикистана во главе с министром иностранных дел страны Сираджиддином Мухридиновым примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно будет проходить с 13 по 16 сентября, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Республики Таджикистан Шохин Самади. По его словам, глава таджикского МИД присоединится к мероприятию с 19 сентября. Двухсторонние встречи главы ведомства в рамках Генассамблеи Шохин Самади не исключил, но не сообщил, с кем именно могут состояться переговоры. Между тем, как сообщается на сайте ООН, на сессии намечается обсуждение широкого круга вопросов. Пандемия не единственная серьезная проблема, с которой сталкивается мир. Расизм, нетерпимость, неравенство, изменение климата, бедность, голод, вооруженные конфликты и другие проблемы остаются глобальными вызовами. Все эти вызовы требуют глобальных действий, и Генеральная Ассамблея – это уникальная возможность для всех собраться вместе и наметить курс на будущее, говорится в сообщении. Фильм задержанного таджикского журналиста Абдулла Гурбати получил награду 7-го международного конкурса Байконур Интернационал Шорт Фильм Фестиваль, который состоялся с 7 по 11 сентября этого года в Алма-Аты. «Слишком большой» признан лучшим документальным фильмом среди 17 предоставленных работ. Кинокартина рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Абдурахмон. Из-за нехватки денег он вынужден бросить школу и работать на рынке. Он мечтает посещать школу, но не может себе это позволить, потому что в семье нет денег. Журналист Абдулла Гурбати был задержан вечером 15 июня сотрудниками прокуратуры района Шох-Мансур города Душанбе. Власти обвинили репортера в том, что он якобы избил сотрудника в отделении милиции по району Шох-Мансур. Позже МВД Таджикистана заявила, что задержанный журналист сотрудничал с запрещенной в стране партией Исламского возрождения. Сам Абдулла Гурбати и его близкие отвергают эти обвинения. В руководстве ПИФ также заявили, что Гурбати никогда не состоял в партии и не сотрудничал с ней. 26-летний Абдулла Гурбати ранее занимался подготовкой видеосюжетов для информагентства «Азия+». Журналист на своей фейсбуковой странице высказывался о проблемах в обществе прямо, нередко жестко и нелицеприятно. В последнее время он помогал блогеру Далеру Эмомали в качестве оператора и продюсера при подготовке видеорепортажей. Друзья и коллеги уверены, что власти решили наказать Гурбати за подготовленные вместе с Далерой Эмомали разоблачительные видеорепортажи. Мунасиб Мухаммад Ато, молодой поэт, уроженец Рашкалинского района Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана, публиковавший свои стихи под псевдонимом Мунасиб, был арестован в конце прошлой недели в Москве. Об этом сообщает новостной портал Бумдот со ссылкой на друзей молодого поэта. По их информации, Мунасиб уже выдан властям Таджикистана и тайно отправлен в Душанбе. Ни его друзья и близкие ничего не знают о том, в чем подозревается этот поэт. Мунасиб в Москве выступал ведущим на мероприятиях уроженцев Гбао, а также на вечеринках и свадьбах соотечественников. В конце прошлой недели сотрудники московской милиции задержали его в тот момент, когда он выходил из свадьбы одного из земляков, где он выступал ведущим, рассказал один из друзей Мунасиба. По полученной информации, во время задержания поэта московских полицейских сопровождали представители правоохранительных органов Таджикистана. Власти Таджикистана пока никак не комментировали задержание Мунасиба Мухаммада Ато в Москве и его возможную экстрадицию. По словам одного из его друзей, виной Мунасиба могло быть то, что он в Москве продолжал дружить с блогерами, померцами Комьером Мирзоевым, писавшим в соцсетях под псевдонимом Комчек Мирзоев, и Максудом Гаюсовым, который публиковал юмористическое видео под псевдонимом Бамбинги-04 и Шувайс. После того, как в начале августа в Москве был задержан и выдан Таджикистану Гаюсов, и особенно после того, как 5 сентября в Москве взяли Комчека и тоже сразу выдали Душанбе, Мунасиб сильно тревожился о своей судьбе и искал пути, чтобы покинуть территорию Российской Федерации, но не успел. Его задержали уже через 3 дня после Комчека, рассказали друзья молодого поэта.
У пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана появилась база беспилотников. Ее открыли 13 сентября при участии президента страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Выступая перед пограничниками, Жапаров напомнил, что в прошлом году впервые для погранслужбы были закуплены беспилотники за счет средств республиканского бюджета. Он подчеркнул, что база выполняет основные задачи противовоздушной обороны сухопутных войск и воинских частей вооруженных сил по охране границ. В пресс-службе уточнили, что беспилотниками «Байрактар» управляют офицеры пограничной службы, прошедшие соответствующую подготовку. Президент выразил надежду, что оперативные возможности закупленной техники будут использованы только в учениях, направленных на защиту суверенитета Кыргызстана. Где расположена база, не сообщается. Представители 50 религиозных конфессий соберутся в Казахстане в эту среду, 14 сентября. Седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий будет посвящен тому, как вера смогла поддержать человечество в период пандемии и после ее окончания. Официальное название двухдневной конференции – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период». Глава Совета улемов Таджикистана также примет участие в конференции, выступая с докладом на арабском языке. Тема его выступления будет посвящена борьбе с радикализмом и терроризмом на религиозной основе. Одним из слушателей его доклада может стать Папа Римский Франциск, специально прилетевший для участия в конференции, несмотря на резкое ухудшение здоровья и рекомендации врачей воздержаться от перелетов. Сообщается, что кроме участия в съезде, завтра, 14 сентября, Папа Римский проведет в Нур-Султане святую мессу. Служба планируется на территории Международного выставочного центра «Экспо» на площади перед сферическим павильоном. 12 сентября, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик назвал предстоящую поездку паломничеством мира и попросил верующих с молитвой сопровождать это паломничество. Первый съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в Астане в 2003 году. Предстоящий съезд станет 7-м по счету.